Добрый день! Вы смотрите передачу «Акцент». В студии журналист Вера Макарова. Общество порой неоднозначно относится к вынесенным судами приговорам. Особенно это касается нашумевших резонансных уголовных дел. Почему по одной и той же статье выносятся разные решения? Сегодня у нас в гостях начальник отдела по организационно-правовому обеспечению деятельности Якутского городского суда Варвара Слепцова. Варвара Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Есть ли доверие к судам? Каков порядок назначения судами наказания? Что такое особый порядок судебного разбирательства? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в сегодняшнем выпуске «Акцента». Варвара Васильевна, в обществе уже укоренилось выражение «украл телефон, сядешь на 5 лет, украл миллионы, получишь условный срок». Понимаю, преступления, обстоятельства совершения преступления могут быть и разные, но сумма-то ущерба несопоставима. Из-за чего такая разница в вынесенных решениях? Как вы можете это объяснить? Отсюда ведь недоверие к суду. Недоверие к суду зачастую возникает из-за специфики судебной деятельности. Всегда было и будет, что в суде всегда есть две стороны. То есть одна проигравшая сторона так или иначе всегда выскажет свое недовольство обществу, может даже с привлечением средств массовой информации. А вот выигравшая сторона никогда не скажет, какая у нас хорошая судебная система. Выиграли, на этом все и точка. Также заключительным этапом любого спора, предварительного расследования является суд. И на его окончательном решении сконцентрировано внимание всей общественности. Суд не надзорный орган, суд не следственный орган. Суд есть правоприменитель, который принимает решения на основании собранных в ходе предварительного следствия доказательств и на основании предъявленного обвинения. И при этом суд не должен выходить за пределы этой рамки. Как вы сказали, то, что действительно в народе укоренилось такое выражение, что когда обычный гражданин крадет булку хлеба либо телефон, ему дают 5 лет в колонии, а когда чиновник крадет казну, то ему дают 2 года лишения свободы. Действительно, такое выражение есть, понятие у населения. Зачастую такое понятие возникает у общества из-за правовой непросвещенности. Работа судьи, да и не только работа в суде, а вообще юрист, юридическая наука в целом имеет свойства точной науки. То есть юрист, судья, как и врач, имеет дело со здоровьем и жизнью человека. Вот возьмем конкретный пример, по делу хищения 40 миллионов рублей в Национальном художественном музее. И недавно были осуждены 2 сотрудника. Заместитель директора по финансам, она приговорена, по-моему, к 2 годам, 2 месяцам лишения свободы общего режима, и начальник отдела кадров 2 годам лишения свободы. Вот почему такие сроки? Это же не телефон за 4000 рублей, а 40 миллионов, притом совершенной группой лиц. Да, действительно, приговором Якутского городского суда в отношении бывших сотрудников Национального художественного музея вынесены приговора, признаны виновным в совершении часть 4 статьи 159, и в отношении данных лиц назначено наказание в виде реального лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А подсудимые обжаловали этот приговор? Да, в настоящее время приговора обжалованы в Верховном суде, дела были рассмотрены в особом порядке. А что такое особый порядок судебного разбирательства? Особый порядок судебного разбирательства — это у нас предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством, отдельной главой. То есть лицо подсудимый, то есть еще когда на стадии предварительного следствия обвиняемый ходатайствует о рассмотрении его дела в суде в особом порядке, то есть без исследования доказательств сразу постановляется приговор. Что делает судья, в свою очередь? Судья, в свою очередь, если дело рассмотрено в особом порядке, если максимальный срок наказания по предъявленному обвинению не превышает 10 лет, то срок назначаемого наказания не должно превышать 2/3 установленного максимального срока. То есть если 10 лет лишения свободы, то оттуда возьмем 2/3, сколько будет там, 6 лет, 7 лет, я сейчас точно сказать не могу, но где-то так. Примерно такой срок. Можно ли тогда подумать, что если подсудимый ходатайствует в особом порядке рассмотрения его дела, будет мягкий приговор? Получается, срок уже сокращается 2/3 от максимального срока наказания. Тут еще один такой нюанс, то есть должны быть стороны согласны на рассмотрение. Все стороны? Да, то есть потерпевший,
потерпевшая сторона, то есть они должны дать тоже согласие. Также у нас есть вот досудебное заключение о сотрудничестве. Такой порядок тоже у нас рассматривается уголовно-процессуальным законодательством. Да? В таком случае не более половины от максимального срока наказания. То есть, если, допустим, у нас санкции статьи также получается 10 лет, то при назначении наказания судья не должен назначать выше 5 лет. То есть более половины максимального срока, не более половины максимального срока. Также у нас еще учитывается характер, при назначении наказания также судья учитывает характер совершенного преступления, личность лица, совершившего преступление. Я уже сказала, да, то, что вот еще учитывается смягчающие обстоятельства, отягчающие обстоятельства, также влияние вот, назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни вот, его семьи. Это все тоже судья учитывает при назначении наказания. А вот по третьему сотруднику музея рассмотрено ли уголовное дело? По третьему сотруднику музея в настоящее время дело еще не рассмотрено, приговор еще не вынесен, но дело находится в производстве Якутского городского суда, и в настоящее время уже назначено вот, судебное заседание. Дело тоже также будет рассматриваться в особом порядке. А сколько уголовных дел о коррупционной направленности рассматривает ваш суд? В целом в Якутске, да, дела коррупционной направленности рассматривает наш суд, то есть Якутский городской суд. Если взять первые полугодия 2018 года, то нашим судом рассмотрено 3 дела коррупционной направленности. Также, если взять статистику за первое полугодие 2018 года, то нашим судом рассмотрено 986 уголовных дел. Я посмотрю, да, статистику нашего суда. За 6 месяцев вот 2018 года, за первое полугодие, да, поступило 6730 исковых заявлений и административных исковых заявлений и жалоб. Также поступило 2492 дел об административных правонарушениях. Также хочу отметить, что рост обращений граждан в суд это не свидетельствует о возрастающей конфликтности, да, в целом в обществе, а считается это рост доверия граждан к суду. В целом в производстве судьи находится 50 уголовных дел. Это считается огромной нагрузкой. А сколько из них приговорены к реальному лишению свободы? Дела коррупционной направленности? Да, я имею в виду коррупционеров. Я сказала, да, за первое полугодие 2018 года у нас рассмотрены 3 дела, да. По одному делу действительно вот, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, только наказание назначено условно. А по одному делу дело направлено по подсудности в другой регион, по третьему делу назначен судебный штраф. А в целом, да, вот если взять статистику, да, вот за первое полугодие, то в виде реального лишения свободы назначено 176 лицам. Если взять аналогичный период 2017 года, то данное число составляет 203 в отношении... То есть снижение, да? Лишение свободы, да. По количеству получается снижение. Да, чуть-чуть, ага. Вот а как часто стороны обжалуют принятые судом приговоры? Ну, да, также если взять статистику вот, за первое полугодие 2018 года, да, то согласно вот, апелляционной практике Верховного суда, абсолютная утверждаемость уголовных дел у нас составляет 97,5%. Это очень высокий показатель. Да, это хороший показатель. Получается, ваши решения не отменяются? Ну, получается, да, 97,5% абсолютной утверждаемости. Варвара Васильевна, и все-таки, да, мне иногда кажется, что суд рассматривает дела как-то избирательно. Согласитесь ли вы с таким мнением? Разумеется, все дела разные, обстоятельства совершенного преступления, личность лица, совершившего преступление, роль и поведение потерпевшего в совершенном преступлении, да, всегда все совершенно разное. В практике никогда не было и не будет, наверное, так, чтобы были абсолютно идентичные дела. И в каждой ситуации судья должен принимать решение индивидуально по каждому делу, да, имеется в виду. При этом, исходя из внутреннего убеждения, не выходя за пределы рамки установленных норм законодательства Российской Федерации. То есть приговор должен быть справедливым, основанным на нравственных законах. Варвара Васильевна, спасибо вам за участие в нашей передаче и за ваши ответы. Спасибо вам. Напомним, что сегодня у нас в гостях был начальник отдела по организационно-правовому обеспечению деятельности Якутского городского суда Варвара Слепцова.
Вы смотрели передачу «Акцент». До следующей встречи.